Военная карьера строится не без горячих точек. Глава региона встретился со слушателем Академии вооруженных сил Адамом Албаковым. Made in Белоруссия. Продукты питания, одежда, изделия ручной работы. Все это на ярмарке в Малгобеке. Ислам. История религии главного пророка на сцене Крокус Сити Холл. Актера театра имени Базоркина сыграли в большом спектакле. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». В студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Вопрос информирования населения республики об участии ингушских спортсменов в различных соревнованиях и турнирах всероссийского и международного уровня обсудили сегодня в администрации главы республики. Юнусбек Евкуров выразил недовольство, что руководство Минспорта проявляет слабую заинтересованность в популяризации спортсменов, представляющих республику в различных видах спорта. Кроме того, глава региона отметил отсутствие должного взаимодействия с регионами, на территории которых проходят спортивные мероприятия с участием ингушских спортсменов, подчеркнув, что в организационных вопросах министерство должно принимать непосредственное участие. Глава Ингушетии провел встречу с подполковником внутренних войск Адамом Албаковым. Глава республики поинтересовался, как проходит его учеба в академии, а также планами на ближайшее будущее. Адам Албаков начинал свою службу в 201-й дивизии в Таджикистане. Там прослужил 8 лет. Он побывал в горячих точках, среди них Украина и страны Ближнего Востока. Был начальником разведбатальона в Дагестане, ну а ныне является слушателем Академии вооруженных сил России. Главное учиться сейчас, смотреть и дальше уже смотреть, по какому там пути. Там 2 года сейчас учится в академии. Чтобы полтора. Ну, в следующем году уже надо думать, на какое направление, куда пойдешь служить. Вы уже окончили первый семестр. Как обучение ваше проходит? Есть ли какие-то сложности? И вообще сложно ли там учиться? Ну, если есть желание, то учиться везде можно. А вот в дальнейшем какие планы вот после окончания фронта? Вы вернетесь к нам в республику или есть какие-то другие? Ну, сейчас рано об этом говорить. Это ближе к выпуску надо говорить об этом. А так, перспективы после окончания академии. Или замкомандира бригады, или начальник разведки бригады. Начался второй этап чемпионата России по альпинизму. Команды уже приступили к восхождению по очередности, определенной на прошедшем этапе школа. На данный момент ожидается приезд еще 2 команд из Ростовской области и Северной Осетии. Это юные альпинисты, которые будут учиться у своих старших коллег. Стартовал второй заключительный этап чемпионата России по альпинизму в техническом классе. Погода в горной Ингушетии переменчива, но альпинистам, покоряющим Цейлом, такие климатические особенности только на руку. Чем сложнее маршрут, тем интереснее его проходить. На первом этапе под названием «Школа» лучший результат показала команда из Красноярска, которая прошла участок менее чем за полчаса. Неудивительно, ребята приехали в Ингушетию раньше всех и подготовке уделили большое внимание. Во второй день все команды уложились в контрольное время с разным результатом, но контрольное время уложились. Соответственно, трасса школы была достаточно технически трудной, но при этом проходимой. По результатам первого этапа определили и очередность выбора командами маршрутов для восхождения. С особым вниманием следят за выступлением альпинистов из Ингушетии. Команда в составе 4 человек выбрала сложный маршрут под номером 16, который еще никто не проходил. Ребята вышли на дистанцию утром 5 февраля и по последней информации уже преодолели 5 веревок. Команда очень опытная. Мы надеемся, что они займут, ну, по крайней мере, 8 они войдут, потому что претендовать на призовое место это нереально. Здесь лучшие силы приехали из России. Вообще мы планировали вчера выйти, но вчера делали заброску, решили под скалы веревки, необходимые каски, инвентарь. Вчера мы заброску сделали. В тактику команд погода, несомненно, вносит коррективы, но своей непредсказуемостью и интересен альпинизм. Получить преимущество в прохождении какого-либо участка невозможно. И сетовать на судейскую ошибку в альпинизме тоже не получится. Все решает подготовка команды и немного везения. Грубо говоря, у нас 15 маршрутов, из них классифицированных 3 и остальные 12 первопрохождений. Вот. Сложная задача стояла перед судейской коллегией так сделать, чтобы команды пошли все маршруты. Чтобы они были все интересные,
чтобы они все маршруты стимулировали борьбу за первое, второе, за призовые места. И это получилось. На прохождение второго этапа чемпионата отводится 15 дней. Для людей, приехавших покорять малоизведанные горы Ингушетии, альпинизм не просто спорт, а образ жизни. Когда взбираешься по скале, тебя не окружают судьи. Нет арены с трибун, которые за тобой наблюдают болельщики. Есть лишь цель, которую ты себе поставил, и достичь ее можно, только поверив в свои силы и преодолевая трудности на пути вместе с командой. Тамерлан Хумхоев, Рамзан Зурабов, Новости 24. 7 февраля исполняется 25 лет со дня гибели Сооронбека Асканова. В Ингушетии к этой дате относятся с особым чувством. Повсеместно проходят тематические вечера, посвященные первому герою современной России. В Национальной библиотеке по этому случаю собрались депутаты, родственники Сооронбека Асканова и школьники. Там побывала Индира Манкиева. 3 любви – к народу, к семье и к авиации. Сооронбек Асканов хоть и говорил, что все 3 одинаковой силы, последняя все же оказалась сильней. За любовь к отчизне и к небу он отдал свою жизнь. У моряков и летчиков один закон – капитан тонет со своим кораблем. Сооронбек Асканов своим героическим поступком доказал, что он был достойным капитаном своего воздушного судна. Локатора точка прервала свой бег, тишина. Все внутри холодеет. Почему ты молчишь? Отвечай, Сооронбек! Отзовись, 201-й, скорее! И свалившись, машина к земле понеслась, кувыркаясь и делая бочки. Перегрузка такая, что жилы рвала. Уплывает сознание. Все. Точка. 7 февраля на самолете МиГ-29 Асканов вылетел на очередное задание. Буквально через полчаса самолет вышел из строя. 2,5 минуты Сооронбек Асканов пытался взять ситуацию под контроль и привести систему управления в порядок. Однако на высоте 400 метров в темное время суток все усилия справиться с управлением не увенчались успехом. Со скоростью 900 км в час самолет буквально вывалился из облаков над селением Хворостянка. В последнее мгновение летчик с 12-кратной перегрузкой сделал отворот на 90 градусов. И ровно 18:21 на окраине деревни Козельки прогремел взрыв. То ли ее выписала вот эта маленькая земля ингушская выписала, таким сделала его, зная о том, что это решение правильное, твердость есть, обдумывал. А разве это не твердость, когда он за штурвалом сидя в кабине, и когда видел, что вот уже земля, он до последнего тянул. Это разве не твердость? Это твердость. Это твердо, он прекрасно знал, что у него сзади 3 детей, он прекрасно знал, что у него жена, и прекрасно он знал, что сзади его целая республика, которая его любила, Плиева, это его родовое. Он знал об этом. Но тем не менее, он до последнего, потому что он знал, что внизу такая же деревня, как и Плиева. «Который впереди» – так называется документальный фильм про Сооронбека Асканова, снятый Ратмиром Льяновым в прошлом году. В беседе с ингушским режиссером жители Липецкой области чуть ли не со слезами на глазах рассказывали о подвиге легендарного летчика. Ведь кому как не им знать, сколько бы людей погибло, если бы Асканов катапультировался, бросив падающий на деревню самолет. Любой ваш Сооронбек Цияхкачута, только вы о нем заикнетесь, Белхаш. Они рассказывают, они не могут особенно много-то рассказать, слезы душат, но они о нем говорят, как будто бы это его брат был, это вот такое с ним произошло, он очень тяжело ему смириться с потерей этого человека. На памятном вечере депутаты Народного собрания Марем Амриева и Жансурат Аушева. Об этом человеке нужно говорить, считают парламентарии. На таких героических примерах нужно воспитывать подрастающее поколение. Мы должны в своих детях, внуках, в себе воспитывать те качества, благодаря которым наш народ будет не только существовать, не только сохраняться, но и развиваться. Единственное, что бы я от всей души хотела сказать, спасибо всем тем людям, которые по крупицам собирали данные о нашем Сооронбеке, которые незаметно, не ради каких-то дивидендов, а из высокого чувства патриотизма, любви к своей родине, к своей стране, к народу, собирали все, что можно было
то, что сегодня легло в основу всех тех составляет память о герое. Также к 25-летию самоотверженного подвига генерала Асканова сотрудниками Республиканской научной библиотеки издана брошюра с автобиографией героя. Готовясь к празднованию 25-летия подвига Сооронбека Асканова, библиотека провела ряд работ, в которых отразилась жизнь и подвиг героя. И вот одной из таких работ явился и данный справочник. Мы же на своем профессиональном языке такой справочник называем библиографическим указателем. И вот называется он «Асканов Сооронбек. Первый герой России к 25-летию памяти Сооронбека Асканова». В этот указатель этот начинается со статьи кандидата исторических наук полковника Весенгирея Танкеева. Статья называется «Честь генерала». В этой статье автор вспоминает его жизненный и профессиональный путь. Среди почетных гостей и родственники Сооронбека Асканова, брат первого героя России Салман, рассказал собравшимся, каким был генерал-майор. Это было в конце 91-го года. Мы находились в этом здании, где раньше было районный комитет партии. В актовом зале, полный зал, даже в коридорах люди были. И ему задавали вопрос: Сооронбек, здесь столько творится, здесь чудеса. Ты должен был среди нас находиться. Когда ты будешь? Вот такие вот вопросы, и ему приходилось отвечать. И я там находился, мы, правда, вместе приехали с Приева, и прямо в зал туда, и вот такие вот вопросы. И он вышел на трибуну, говорил долго, и в конце он говорит: мне понадобится, говорит, 12 минут пролета сюда, и я буду находиться со всеми здесь. Бросок на небеса последней своей жизни, спасибо за глаза, за преданность отчизне, за чистые сердца. Нидер Манкива, Адам Далаков, Рамзан Зурабов, Новости 24. Легализовать серую зарплату советуют предпринимателям контролирующие органы. В Назарне представители трудовой и налоговой служб Центра занятости местной администрации провели внеплановую проверку по выявлению так называемой теневой занятости. По сути, тех, кто не платит налоги в бюджет и все положенные отчисления в социальные фонды. Межведомственная комиссия проверила у владельцев торговых точек наличие свидетельств на ведение предпринимательской деятельности и трудового договора у продавцов. Неформальная занятость – самый частый случаи нарушения закона предпринимателями. А значит, зарплата работникам выплачивается нелегально и, следовательно, у них не будет страховой пенсии. В случае отказа индивидуального предпринимателя заключать трудовой договор, участники рейда составляют акт, за которым следует штраф от 10 тысяч рублей и выше. На этом рынке непосредственно центр занятости, они постоянно работают, да, вот на наших точках уже на протяжении последних 3-4 лет. Это как бы постоянная работа, уже как бы состоящих на учете одновременно и работающих уже в нашей категории уже почти нет. Если случается, то очень мало, единичные случаи. На данном этапе один факт этого был, как бы мы поведем работу непосредственно в центре занятости, тогда мы уже поймем все остальное. Брест и Малгобек – эти города связывают не только статус воинской славы, но и то, что они побратимы. Поэтому белорусские производители решили угостить жителей Ингушетии собственной продукцией. В Малгобеке проходит ярмарка, продукты питания, одежда, изделия ручной работы. Выбор у покупателей велик, а главное – все по разумным ценам. В этом убедилась Мадина Пугоева. Особый интерес у местных жителей вызвала эта лавка. Продавец из Белоруссии представила ингурскому покупателю аж 38 видов пензенского пряника. Большие, маленькие, ирландский шоколад или банановый вкус. Местные сладкоежки вряд ли устоят перед широким выбором пряностей. Вишневая, клубничная, малиновая, абрикос, клюква, фруктовые джемы,
разные вкусы. 4 вида шоколада представлено, 2 вида мяты, имбирный, ванильный, медовый, курага, чернослив, барбарис, майонез и так далее. На этой ярмарке есть практически все, начиная от продуктов питания и заканчивая предметами домашнего декора, одежда, обувь и даже шерстяные изделия. Жилетки из овчины белорусские производители делают вручную, а вот деревянные чашки с необычной росписью с первых минут приковывают внимание даже случайного прохожего. Владимир Козин привез с собой в Ингушетию частичку национальной культуры. Это уже импровизация. Вот. Полхмайданской росписи практически сейчас не осталось. Вот. Потому что работают сейчас не на, как сказать, на покупателя. Вот. Покупатель лучше предпочитает вот этот гуашевый роспись. Ингушские покупатели буквально теряются между торговыми рядами. Помимо привычной мясомолочной продукции и меда, здесь есть и различные виды копченой рыбы, косметическая продукция, кондитерские изделия и многое другое. Одежда, из еды сыр хороший, мед. Ну так смотрим, обхаживаем, смотрим каждого. А так еще не выбрала. Кое-что купила, правда. Еще хочу посмотреть. Я только подошла. Я живу здесь напротив, думаю, пойду посмотрю. Чайная компания представила широкий ассортимент черного и зеленого чая, обладающего не только приятными вкусовыми качествами, но и целебными свойствами. Зеленые чаи очень хорошо снижают давление. Кто вот у нас гипертоник, очень хорошо пользуется чай спросом. Также зеленый чай тонизирует. Есть у нас чаи для желудка, для сердца, общеукрепляющие, повышающие иммунитет. В общем, у нас очень огромный ассортимент чая. Приходите к нам, не пожалеете. А чтобы продавать и покупать было веселее, артисты Малгобекского дома культуры выступили перед гостями и жителями города с насыщенной концертной программой. И хотя до празднования 25-летия республики еще далеко, атмосферу наступающего праздника почувствовал каждый. Заводные песни, заразительная энергетика кавказского танца не оставили равнодушными и гостей из Белоруссии. Мы в прошлом году уже были у вас, и сейчас еще раз приехали. Ну, нам очень все нравится у вас. Нравится кухня, нравятся люди. Искренность, эмоции у людей, доброта, широта души, гостеприимство. Такого нет нигде. Это далеко не последняя ярмарка в Малгобеке. В планах у местных властей заключение ряда соглашений, которые позволят наладить торговые взаимоотношения между нашей республикой и представителями других регионов. Я думаю, мы будем на протяжении всего 2017 года проводить со всех регионов, приглашать людей, производителей. Думаю, что вот в таком интересном формате и праздники будут, и будут концерты организовываться на площади. Я думаю, что все-таки много пользы будет для города. Белорусская ярмарка продлится еще несколько дней, поэтому те, кто еще не успел ее посетить, могут сделать это в любое удобное время. А поскольку Брест и Малгобек – города-побратимы, то и сотрудничество между двумя республиками будет только расти и укрепляться. Мадина Пугоева, Рахман Цуров, Новости 24. В Ингушетию вернулся Исмаил Илиев, победитель титульного боя и новый чемпион по боксу по версии IBF Балтик. В аэропорту Магас более 200 человек встречали своего земляка. Напомним, несколько дней назад Исмаил Илиев провел бой за титул чемпиона Прибалтики по версии IBF в первом среднем весе. Противостоял ему спортсмен из Германии Ника Сазман. В четвертом раунде соперник не смог восстановиться после очередного пропущенного удара и отказался продолжать бой. Это уже 9-я победа в копилке Исмаила и второй бой выигранный нокаутом. Я бы в первую очередь хотел поблагодарить всех, кто сюда приехал, меня поддержать. Спасибо вам за всем. Аллах, я слышал масня. Соперник был очень опытный, много боев провел на профессиональном ринге, провел бои за титул. Но так как мы хорошо подготовились, хороший сбор провели в Саратове 2 месяца, и никаких проблем в бою не было, поэтому хорошо были готовы. Тем временем в Сунже соревновались представители другого вида спорта. Там прошло первенство по тайскому боксу среди юниоров и юношей. 60 спортсменов в 16 весовых категориях боролись за право участвовать в первенстве СКФО. Материал нашего корреспондента.
Тайский бокс или муай-тай – традиционное боевое искусство Таиланда, но и на ингушской земле в последние годы набирает популярность. Само название муай-тай переводится как «свободный бой». Это весьма жесткий стиль борьбы, включает в себя ударную технику рук, локтей, ног и коленей. Участник всероссийских и международных турниров Ахмед Мациев на первенстве считается фаворитом в весовой категории 57 килограммов. В первом же поединке ему достался сильный соперник, который заметно превосходил его в росте. Оба бойца показали очень жесткий и зрелищный бой, обмениваясь большим количеством ударов. В итоге единогласным решением судей победу одержал Ахмед Мациев. Противник был выше меня, но я выиграл его. Он был сложным, но я выиграл за счет своей техники. Но противник был сложным. За поединками на ринге наблюдает судейская бригада. По словам Магомеда Аздоева, участники соревнований показывают высокий уровень подготовки. Если тайский бокс в республике будут развивать и дальше, то этих ребят ждет большое спортивное будущее. Ребята показывают здесь, вот на этом турнире, очень хорошие результаты. Вот скоро у нас будет ЮФО, СКФО, вот в марте, 10-го, кажется. Вот. Некоторые поедут туда, вот они отбираются здесь. Лучшие и поедут обязательно выступать. В прошлом году мы тоже много мест привезли, ЮФО, СКФО. Бытует мнение, что занимаются тайским боксом только самые отчаянные парни. В Ингушетию муай-тай пришел не так давно, и за это время уже успели провести несколько республиканских первенств. Ну, у нас с каждым годом уровень повышается, и ребят больше приходят, новые ребят хорошие появляются. Очень интересно проходят бои сейчас. Вот, который может дальше вести. Призеры получат право представлять Ингушетию на первенстве Северокавказского и Южного федеральных округов. И несмотря на молодость ингушской школы тайского бокса, наши спортсмены не возвращаются оттуда без медалей. Соревнования пройдут в Сочи уже 10 марта. Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев, Хаваш Гойгов, Новости 24. В конце января в Крокус Сити Холл состоялась премьера спектакля «Утерянное завещание». Это постановка, рассказывающая о жизни пророка Мухаммада, мир ему, и о рождении религии ислам. Главная роль досталась Марату Башарову в спектакле. Также были задействованы артисты из 4 регионов, в том числе актеры Ингушского драматического театра имени Базоркина. История молодых людей. Они встретились в тот момент, когда девушка решила, что самый лучший способ справиться с жизненными трудностями и покончить с собой. Главная героиня символизирует собой бездуховную, безнравственную молодежь. Однако в этот трудный для нее момент на краю пропасти в шаге от смерти она встречает прохожего, которому не все равно. Главного героя сыграл известный актер Марат Башаров. Он призывает девушку обратиться к религии и не совершать грех, и вспомнить назидание пророка. Послушайте, вы своим поступком вы же открываете врата ада. Знаете, что будут говорить другие? Они будут говорить: ей можно было, а почему мне нельзя? Я тоже буду прыгать. Вот что будут говорить, кто будет жить после вас. Параллельно с основной сюжетной линией разворачиваются сцены, где выдающиеся личности, мусульмане, представители разных народов, в переломные моменты своей жизни обращались к заветам пророка. Да благословит его Аллах и да приветствует. Название спектакля напрямую вытекает из сюжета. «Утерянное завещание» – это попытка достучаться до душ и сознания людей, подразумевая, что нужно обратиться к ценностям предков, чтобы свет заслуг прошлого дошел до поколения будущего. Духовное управление мусульман и совет муфти в России. Этим спектаклем хотели рассказать о личности пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, и как развивался ислам в некоторых регионах страны, а также показать, как важно духовное богатство. Организаторам удалось собрать на одной сцене 5 национальных театров из Дагестана, Татарстана, Башкортостана и Ингушетии. Нашу республику представлял драмтеатр имени Идриса Базоркина. На сцене Крокус Сити Холла с 7-тысячной аудиторией ингушские артисты погружают зрителей в те далекие годы, когда ислам только зарождался среди ингушского народа. Московская публика тепло встретила наших артистов. Когда появились ингуши в зрительном зале, наступила какая-то тишина. Вот меня это сильно удивило и обрадовало, потому что когда вышли ингуши, кавказцы, они представляли Ингушетию, они представляли Северный Кавказ, то зал затих. 7 тысяч зрителей затихли. Как только вот ингуши выступили, это был обвал оваций. Вот это мне понравилось очень сильно. Потом они вышли на поклон, первыми вышли на поклон. Это тоже очень важно, потому что вывели на поклон
вместе с ведущими актерами. Такой успех был вполне ожидаем, ведь к постановке Драмтеатр Республики подошел очень ответственно. Нам не совсем понравились костюмы, которые нам предлагали, и мы использовали наши костюмы. Где-то пошили новые костюмы, сделали так, чтобы и музыка была сделана под менталитет ингушского народа. И это очень сильно понравилось руководителям этого творческого проекта. Спектакль будет интересен не только мусульманам, но и представителям других конфессий. Представление проходит в рамках благотворительной акции под названием «Поделись добром», организованной благотворительным фондом «Закят». Все средства от продажи билетов направят в помощь беженцам из Сирии. В ближайшее время вся театральная труппа начнет гастрольный тур по городам России. Впрочем, для тех, кто не сможет увидеть утерянное завещание из зрительского зала, организаторы пообещали устроить телепоказ. Хазида Добреева, Амина Бокова, Рахман Цуров, Новости 24. Такова информационная картина уходящего дня. Далее смотрите рекламу и прогноз погоды. Всего доброго. Стоматология Иман более 10 лет дарит своим посетителям яркие улыбки. Почему они выбирают именно нас? Мы используем современное оборудование, эксклюзивные технологии и качественные материалы. А самое главное, сертифицированные врачи, регулярно повышающие свою квалификацию. Своевременное ортодонтическое лечение в будущем позволит избежать проблем не только с зубами, но и со здоровьем в целом. Иман – профессиональная забота о здоровье и красоте ваших зубов. Продается двухкомнатная квартира общей площадью 90 квадратных метров на 4-м этаже в 6-м микрорайоне города Магаз по улице Кулиева, 20. Обмен не интересует, звонить только по делу. Обращаться по телефону 8 928 099 16 16. Вот уже более 15 лет мы, эксперты Арматек, делаем все, чтобы полноценный отдых был доступен каждому человеку. Матрасы, кровати и аксессуары Арматек. Новый уровень сна. Назрань, Чеченская, 22А, Карабулак, Нефтяная, 11. 8 962 647 2077. Магазин мужской одежды «Барон» объявляет 50% скидку на весь ассортимент. К вашему вниманию, одежда, обувь и аксессуары от известных мировых брендов: Рой Робсон, Карл Лагерфельд, Альда Бруе, Хересис, Койл, Хилтл, а также головные уборы от бренда Stetson. Адрес: город Назрань, Базоркина, 65, рядом с кругом. Телефон 8 928 791 92 22. Продаются земельные участки по 8 соток в пригороде Магаса, район Рынка. Справки по телефону 8 938 887 54 54. 6 по 13 февраля Краснодарский филиал микрохирургия глаза имени Федорова проводит диагностику зрения и отбор на операцию катаракта, глаукома, коррекция близорукости и лечение косоглазия. Наш адрес: город Назрань, улица Газдиева, 48. Обращаться по телефону 8 928 793 47 90. Ищете идеальное помещение под свой бизнес? Оно уже ждет вас! Современный торговый дом «Галерея» предлагает помещение со всеми удобствами в центре города Назрань. Кондиционер, вентиляция, лифт, кафе, современный интерьер, широкий выбор квадратуры и большая стоянка. Месяц аренды абсолютно бесплатно. По всем вопросам звоните по указанному на экране номеру. Впервые в Ингушетии появился аппарат УЗИ 4D. Это новейшее ультразвуковое диагностическое исследование всех органов, отличающихся надежностью и эффективностью диагностирования. Вас обслужит квалифицированный специалист. Наш адрес: проспект Базоркина, 18А. Телефон 8 928 795 0402. Быть в форме проще простого. Просто руки не доходят.
Пойдешь сегодня в кафе? Хорошая идея. Смотрел новую серию? Да, конечно. Выйдешь на пробежку? Может, с понедельника? Сколько раз ты так говорил? 10, 20, 100 раз? А что, если встать и начать прямо сейчас? А мы вам поможем. Адамас Спорт. Спортивная экипировка, тренажеры для фитнеса и бодибилдинга, исключительно сертифицированное спортивное питание, а также индивидуальный подбор программы тренировок и консультации по диете от президента Федерации бодибилдинга Ингушетии. Адамас. Со спортом навсегда. Назрань, Базуркина, 102А, рядом с Авангардом.